Добрый день, уважаемые партнеры, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Пещурникова. Сегодня я записываю это видео для вас по заданию руководителя нашей команды Алены, которую мы все очень уважаем и любим, которая делает все для того, чтобы мы с вами бесконечно зарабатывали и ощущали себя большой и дружной командой. Командой, которая всегда приходит на помощь каждому нашему участнику. И я отвечаю в команде за техническую сторону работы, и сегодня в этом видео я расскажу вам о проверенном алгоритме работы, применяя который вы обязательно добьетесь больших успехов. И начнем мы разговор с особенностей разговора с клиентом в скайпе. Итак, если в переписке человек дал вам согласие на разговор с вами, то сначала поинтересуйтесь, удобно ли ему разговаривать сейчас или необходимо перенести разговор на более удобное время. Не забудьте записать время связи с потенциальным партнером, а также пометить его скайп. Начиная разговор с ним, начинайте с приветствия. И обязательно обращайтесь к человеку по имени. Скажите, что вам очень приятно с ним познакомиться. Назовите свое имя, конечно же. В голосе должно быть максимум приветливости и доброжелательности. Далее можно обменяться 2-3 фразами о природе, о погоде. И только после этого уже озвучить причину, по которой вы позвонили собеседнику. Так вы можете сказать, что являетесь представителем очень успешной команды из проекта «Денежный поток». О проекте следует сказать следующее, что это развивающийся проект, что в проекте есть жилищная программа, что в проекте командная работа, что партнерам предоставляются инструменты для автоматизации приглашений, что проводится бесплатное обучение. И, собственно, можете добавить те особенности, которые вам наиболее близки и о которых вы хотите рассказать своему собеседнику. И если со стороны собеседника звучит вопрос о маркетинге, ваша задача подключить к разговору руководителя команды, представив ее как человека профессионального и полностью владеющего ситуацией. И уже только после знакомства с руководителем происходит процесс регистрации в проект. Вот, собственно говоря, те 4 несложные шага, которые обязательно приведут вас к успеху и к большим заработкам. То есть это приветствие, представление, презентация проекта и заключение сделки. Сегодня мне хочется еще сказать вам несколько слов об очень важных моментах в нашей работе. Первое – это серьезное отношение к бизнесу. Это показатель ваших намерений, вашей надежности. Помните, что именно честность, порядочность и пунктуальность демонстрируют ваше отношение к деятельности и настраивает человека идти за вами или нет. Работать нужно много. Помните, что работоспособность должна быть у вас на самом высшем уровне. Работать нужно сознанием дела, готовиться, знать, что ответить, что сказать, что рассказать. И соблюдать правила работы с партнером, то есть те особенности, о которых мы с вами говорили выше. Вы обязательно должны знать свои цели и стремления. И если ваше желание велико для достижения этой цели, а она у вас есть, вы ее поставили, когда пришли работать в интернет, так вот, если ваше желание достичь этой цели велико, у вас обязательно все получится. Далее, в работе в интернете необходимо постоянное совершенствование. И я имею в виду посещение вебинаров,
изучение новых инструментов для работы, чтение статей лидеров и многое-многое другое. То есть становиться профессионалом нужно сознанием дела. И еще одно очень важное замечание – это доброжелательность. Никогда на негативную реакцию собеседника не отвечайте негативом. Только сдержанность и доброжелательность помогут вам выйти из неординарной ситуации. Вот, собственно, и все, что я хотела вам сегодня рассказать об особенностях работы с партнером. Вы всегда должны помнить, что вы работаете в команде, и вся наша сила и успех именно в этом. С вами была Татьяна. Денежный поток нам в помощь. Удачи всем!